Из-за коронавирусной инфекции ряд стран закрыли границы на въезд и выезд иностранных граждан. Такая мера в разгар туристического сезона сильно ударила по карману предпринимателей. По словам Ильдара Шабданова, такой резкий спад потока туристов не только осложнил жизнь владельцев кафе, отелей и турфирм, но и сотрудников компаний, которых приходится отправлять в отпуск без содержания или же вовсе увольнять. К сожалению, туристический сектор оказался очень хрупким сектором, и в первую очередь пострадал именно туризм. Мы наблюдаем, что на данный момент процентов на 80 идет снижение туристического потока. Это означает, что на аналогичный процентаж у нас идет уменьшение и доходной части. Сейчас какие меры мы можем предпринять, так это выжидающая позиция и максимально сокращать расходы. В этом плане мы сейчас пошли на оптимизацию, на сокращение расходов, всевозможные крупные закупы приостановили, вынуждены были отправить часть сотрудников на отпуск без содержания, часть перевели на режим на полставки. И в данной ситуации нам очень необходима сейчас поддержка правительства, чтобы освободили от налогов. Также есть очень много компаний, у которых есть обязательства перед банками по кредитам. Было бы хорошо, если бы эти кредиты тоже как-то были объявлены на них каникулы, либо реструктурированы. Немалые убытки несут турфирмы, которые организовывали поездки для иностранцев по республике. Как отмечает Владимир Комиссаров, такие низкие показатели туризма были в 2010 году, когда страна переживала революции и смену власти. Весь туризм, по крайней мере 92%, 93% это Иссык-Куль. А кто основные потребители Иссык-Куля у нас? Это Казахстан, Россия. Но я не говорю о внутреннем рынке. Это Казахстан и Россия. И вообще ужас, что может быть с нашим туризмом, иссык-кульским. Мы бы правительство наше спросили, ну что же нам теперь делать? Сокращать рабочие места, урезать зарплату, отправлять людей в отпуск без содержания, потому что платить зарплату-то нечем будет. Мы же платим зарплату с нашей деятельности, с оказания услуг. Если услуги некому оказывать, что делать? На жалобы предпринимателей откликнулись в правительстве. Так, вице-премьер-министр Алтынай Омурбекова сообщила, что в Кабмине рассматривает возможность налоговых и кредитных каникул для бизнесменов, пострадавших из-за ситуации с коронавирусом. Там рассматривается вопрос налоговых каникул и, если можно сказать, кредитные каникулы, да, наверное, то есть каникулы по выплате процентных ставок. То есть все это будет в индивидуальном порядке прорабатываться. Человек, который попал в этот перечень, то есть если у него было, скажем так, владелец кинотеатра, после запрета люди не ходят, но у него при этом есть кредитные обязательства, то есть в индивидуальном порядке с банками будут прорабатывать. До этого Национальным банком уже принималось решение о том, чтобы не начислялись пени, штрафы за просрочку. Также по решению правительства введен запрет на проведение тоев и праздников в местах, где более 50 посадочных мест, сроком на 3 недели. То есть убытки понесут не только предприниматели в сфере туризма, но и весь спектр бизнеса, оказывающие услуги.